Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Минэкономразвития подготовила законопроект, который разрешит продавать незадекларированные квартиры и дома, изъятые у чиновников и их родственников, и таким образом увеличить доходы бюджета. Сейчас жилую недвижимость, конфискованную в рамках дела коррупции, можно только отдавать для социальных и государственных нужд бесплатно. Такое жилье могут получить, например, очередники или госпредприятия и учреждения. По замыслу Минэкономразвития в законодательстве должно появиться понятие конфискованной и изъятой жилой недвижимости, обращенной в собственность государства, реализация которой возможна исключительно на торгах. Критерии, какие квартиры по-прежнему будут отдавать бесплатно, а какие можно продавать на торгах, определит правительство уже после принятия поправок. Планируется, что новые нормы начнут действовать уже в декабре 2020 года. В скором времени россияне смогут получить пенсию, материнский капитал, оформить статус индивидуального предпринимателя и многие другие госуслуги в отделениях банков. В 2020 году предоставлять данные услуги будут в пилотном режиме в кредитных организациях, расположенных в Центральной России, но при этом с 2022 года практика может быть распространена на всю страну. Отмечается, что за получение государственных услуг через банки с граждан не будут взиматься дополнительная оплата. Эта инициатива Минэкономразвития призвана улучшить качество государственных сервисов. Подчеркивается, что банки не смогут использовать персональную информацию пользователей в коммерческих целях. Число российских заемщиков с просроченной более чем на 90 дней задолженностью перед микрофинансовыми организациями на конец сентября составило 3,5–4 миллиона человек. Это на 25% больше, чем годом ранее. Объем просроченных микрозаймов на конец сентября достиг 101,5 миллиарда рублей. Это с учетом штрафов и пений. В будущем эксперты ожидают снижения объема просроченной задолженности и сокращения числа должников, так как после введения более жесткого регулирования рынка микрофинансовые организации стали более тщательно подходить к отбору своих клиентов. При этом большинство граждан в настоящее время, к сожалению, не имеют возможности совершать крупные покупки без кредитных средств, подчеркивают аналитики. Суперсервис, который поможет гражданам при рождении ребенка быстро и удобно оформлять нужные документы, запустят в России в следующем году. Сейчас для оформления базового комплекта документов и положенных пособий при рождении ребенка требуется до 14 личных визитов в государственные ведомства или в многофункциональный центр. Там потребуют написать аж 23 бумажных заявления. На все про все может уйти более 1,5 часов без учета ожидания в очереди. Суперсервис рождения ребенка, как обещают его разработчики, позволит перевести общение родителей с государством в электронный формат и сократить время всех процедур до 15 минут. Готовые документы родители получат опять же в электронном виде, а социальные пособия им перечислят на банковскую карту. Через суперсервис можно будет оформить электронное свидетельство о рождении, ИНН, медицинский полис, СНИЛС, свидетельство о регистрации по месту жительства, а также сертификат на материнский капитал. Родителям будет также доступна запись в детский сад и онлайн-отслеживание очереди в него. Алроса приобрела не имеющую аналогов в мире по своим рабочим параметрам и стоимости буровую установку. Подземную установку Оренбургского завода Алроса купила специально для работы в шахте с особо сложными горно-геологическими условиями. Буровая установка оснащена устройством контроля утечек тока. Корпус защищен от возможного детонирования метана. Система дистанционного управления позволяет выполнить работу без риска для жизни и здоровья буровиков. Предварительно были проведены испытания техники, показавшие ее промышленную надежность. Запуск в эксплуатацию новой буровой установки планируется в 2020 году. Министерство природы призвало Красноярский край и Якутию принять меры по защите дикого северного оленя, вплоть до полного запрета на его охоту. Министерство проанализировало неблагополучную ситуацию, сложившуюся со состоянием популяции дикого северного оленя, обитающего в этих регионах. Основными причинами снижения численности популяции оленя профильные эксперты назвали хищническое использование ресурсов, браконьерство, высокую численность волка и практически круглогодичный промышленный отстрел. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.